Светом льет вокруг себя, Граали чаша вся испита до дна, страдая и скорбя. Мир источается в проклятиях и воплях бытной суеты. Но я уже прошел распятие, я тот, кто покорил мосты, и если жаждут все опоры, то я лишь пестую полет. И если в жизни был бы вором, украл бы только небосвод. И на меня все дети мира взирают словно на огонь, тот, что без формы шлет в потирах лишь полыхающий трезвон. Когда нет почвы под ногами, не виден путь, смотри вперед. Иначе превратишься в камень, а хочешь жить, иди на взлет. В основном это жизненные стихи тут у меня, как говорится, я прочитал все жизненное. Поскольку, в принципе, вот из всех святых для меня очень авторитетный святой, вот Серафим Саровский, я изучал его жизнь, специально ездил в Дивеево, смотрел, как жил этот человек. Он земляк наш, Нижегородской области. Вот, значит, небольшой стих такой. «У меня в душе туман, золотые фрески, то ли весел, то ли пьян, но словами веский. Как мне жизни пить стакан не учили в школе, оттого так сильно пьян я своей волей. Только воля мне во тьме освещает поле. Что копаться мне в дерьме, коль душой я волен? Я же в Африке поэт, и у стен кремлевских для меня авторитет Серафим Саровский. И когда я в храм вхожу, на иконе броской я читаю и гляжу Серафим Саровский. Ну, а лют он глуп и туп, и ему нет дела, что святых еще и чтут в лжи и беспределе. В каждой в церковь норовит с выгодой корыстной, денег просит паразит, а не божьих мыслей». Когда за весеннею славой природа волнует кровь, на землю придет величаво красавица жизни любовь. И души живые оттают, сольются в единый полет. Любовь так велико ступает, сверкает, скользит и поет. О, человечество, встает зарею новой, и я приветствую его, как небосвод, что красным стал, и может стать багровым, когда встречает пламенный восход. Равнины далями дышали величаво, и наступал грядущий светлый день. Умы и души постигали нравы, святыни мира, мудрой песни звень. А песня жизни льется звонче, звонче, всегда красиво и всегда нова. Чем дольше слушать, хочешь больше, громче, ведь суть ее безмерной такова. Душа горит, когда любовь встречает, и полыхает, коль любовь сильней, горит в любви и от любви сгорает, сама любовью став, сгорая в ней. Так, ну а сейчас я бы хотел предоставить слово тем, кто хочет сказать, так сказать, по поводу моей книги, если есть такие желающие, если есть кто-то. Пожалуйста, встречайте. Илья Егорович Ларионов, академик, профессор, доцент кафедры. Я прошу прощения, Анатолий. То, что для меня полная неожиданность сегодня, то, что Анатолий за последние... Мы с вами знакомы 7 лет. 7 лет. Тогда еще вы Так, были вице-президентом Академии. Да, первым вице-президентом Академии наук Чувашской Республики. Я тогда работал. И мы впервые встретились, когда вы пришли с Раисой Сарби ко мне в кабинет. Для меня это тоже была неожиданность.
и приятная неожиданность. С тех пор прошло достаточно много времени. Я обратил внимание, вы за последние годы просто как ракета взлетели ввысь во всех отношениях. В творческих достижениях, я бы сказал, нет, последние годы я не слышал таких стихотворений, таких песен, которые вот сегодня исполняли ансамбль «Сеспель». И заслуженная артистка, и Ирина Резникова, и Александр Галин, великолепные исполнители ваших песен. Вот я сижу и думал, предстоят события, я сейчас представляю Чувашский государственный педагогический университет, декан факультета, и плюс ко всему еще президент инженерно-технологической академии Чувашской республики. Мне приходится встречаться по долгу своей жизни, работы со студентами, с преподавателями, с творческой интеллигенцией, учеными в разных городах и республиках, теперь в странах СНГ и в различных совещаниях, симпозиумах и за рубежом. И есть с кем сопоставлять, сравнивать нашего дорогого Анатолия. Я привык его звать Анатолий. Для меня он Анатолий Николаевич Аринин, известный теперь писатель, поэт, и прозаик, и, я бы сказал, ученый в своей области. Это действительно талант. Талант несравненный. Вот мы сегодня во втором корпусе Чувашского государственного педагогического университета на 3-м этаже открыли выставку, посвященную Александру Сергеевичу Пушкину, великому русскому поэту. Мы сегодня практическим логическим продолжением наследия Пушкина можно сопоставить Анатолий Аринин. Приветствуем его. Дорогие мои единомышленники, здесь собрались те, которые действительно, видимо, являются истинными его друзьями, духовно преданными тому, чему он служит. А он служит людям, исцеляет их души, лечит их души. Надо быть благодарным этому истинному, великому человеку души человеческой. Дорогие мои коллеги, в области технических наук я написал 3 большие монографии, которые используются не только в России, но и за рубежом, и в странах СНГ. По ним, благодаря им готовятся машиностроители, ну и химики пользуются моими учебниками. И имеется. Сегодня я был у директора Национальной библиотеки, спросил, я говорю, скажите честно, вообще-то используют мои книги или нет, которые я их подарил? Да, говорит, тогда я еще 100 томов в 3 томах, значит, 300 книг я вам подарю бесплатно. Спасибо. Вот если бы был бы поэтом, я бы написал бы стихотворение, вот то, что наш коллега, которого я знаю еще лет 20 тому назад, помните, вы приходили на машиностроительный факультет, где я работал, помните это? Но я зато помню прекрасно. Зато память свежа, у меня зрительная память и слуховая память великолепная. Если один раз увидите, это я запомню на всю жизнь. Анатолия Николаевича забыть никак нельзя. Мне бы хотелось лет до 100 ему прожить и творить
чудеса на данном свете. Здравия вам и счастья! Спасибо. Илья Егорович Илларионов, президент Инженерной академии Чувашской республики. Сейчас, наверное, слово скажет патриарх чувашской психотерапии. Значит, вы его знаете, все об нем много слышали. Измайлов Петр Алексеевич. Петр Алексеевич давай оценку. Мой друг, мой хороший друг, с которым мы провели много сеансов в свое время. Я, наверное, освещу, постараюсь осветить другую сторону, да, медали. Вот я все-таки психотерапевт, и мне пришлось вот одно время с Анатолием Николаевичем тесно сотрудничать. Мы решили объединить наши общие усилия. Я проводил, потому что сеансы, массовые сеансы в одном зале, он в другом зале. Мы решили не конкурировать, а объединить. Это пошло только на пользу людям. Вот. Ну, что я могу сказать? Действительно, Анатолий Николаевич талантлив именно в той области. Ну, как поэты тут, поэты его ценят, так? Вот. Но я действительно почитал, вот и книгу сегодня ознакомился. Я очень рад за своего друга. И действительно у него произошел вот в последнее время действительно взлет. Хотя мы с ним пережили очень много пережили. Нам просто не дали работать. И я рад за него, что он нашел себя в другом творчестве. То есть запретили одно, но он, пожалуйста, творит в другом. Он помогает людям через стихи, так? Не может на сцене помочь, но может через стихи помочь. В принципе, ведь то же самое он помогает. Эти действительно... И слово, оказывается, лучше действует, когда оно облечено вот в рифму, да? Вот, и мне просто вот такое предложение, чтобы даже составить, может быть, что-то лечебное, так? И в стихотворной такой форме. Потому что вот есть, например, аутогенная тренировка, так? Психическая саморегуляция. Если ее вот переложить на стихи, это будет доходить до каждого. Ну, в принципе, да. Ну, желаю успехов, в общем. Ну, сейчас еще так, главный психотерапевт, патриарх чувашской психотерапии Измайлов Петр Алексеевич. Я очень рад присутствовать в таком обществе и благодарю Антония Николаевича. И даже, как говорят, хотя он говорит, судьбы нет, но я благодарен судьбе, что мне познакомил с таким всегда улыбающим, жизнерадостным, как говорится, энергетически очень сильным человеком. Но, прочитав вот ту книгу у него, его книгу «Атмософию», и пришлось мне читать ее, будучи на отдыхе в санатории Нальчике, МВД, в декабре месяце в санатории есть очень много времени размыслить. Ну, действительно, очень умные, глубоко, такой задевающие, как наши слова в его действительно очень глубокие мысли заложены в его книгу. Ну и сегодня, послушав его вот это вот стихи, действительно, что в человеке заложен очень сильная любовь к человечеству. Я желаю ему в таком же в темпе и в дальнейшем работать и писать, и еще такие зажигательные слова о любви. Геннадий Семенович Мресов, председатель общества афганцев и воинов-интернационалистов Чувашской республики. Так, сейчас, значит, перед вами еще выступит актриса, режиссер, театр кукол, и сейчас еще у него свой театр, поэтесса, тоже член Союза писателей
Гурьева Маргарита. Рита, пожалуйста. В принципе, я сегодня хотела с куклой сюда приходить. Так получилось, что у меня кукла осталась. Но ничего, мне кажется, так хорошо. Что я хочу сказать? Я хочу подарить самые лучшие слова на свете, какие есть. И самые душистые и прекрасные цветы. Это раз. Еще Раиса Васильевна передала вам большой привет. Просто у нее сегодня репетиция, она не смогла прийти. Честь. Ну вот, такой маленький подарок, ее стихи. От Сарбии, да? Да, от нее. Я так рада. За стихи. Маргарита Гурьева. Так, еще я хотел вот тут вот, как говорится, сказать, что здесь сидит человек, очень дорогой мне человек. Мы знакомы уже, наверное, тоже где-то десяточек лет. Уже знакомый человек, который напечатал первую мою книгу еще в те годы, в дальние годы. Вот. Михеева Людмила Ивановна, начальник типографии. Хорошо любите жаловаться. Люда, пожалуйста. Может, скажешь что-нибудь? Я уж вас знаю давно. Знаю как человека очень доброго, скромного, всегда готов прийти на помощь людям. Я желаю ему всего самого доброго, чтобы у него всегда были самые лучшие стихи в Чувашии, чтобы все любили его, любили в Чувашии, в России, чтобы все его стихи знали во всей нашей стране. Взлета вам, крылья вам, чтобы ваши стихи все слышали, и песни тоже во всей России знали. Всего вам доброго. Людмила Ивановна Михеева, начальник типографии. Так, кого еще? Кто у нас здесь? Вот так вот скромно сидят. Вот еще одна молодая поэтесса тоже у нас есть, да? Ольга Соколова, она тоже, кстати, писала, помогала писать книгу. Ну давай, Оля, скажи, там какие-то стихи у нее есть. Дорогие друзья, я хочу прежде всего вас поприветствовать. Я хочу поздравить Анатолия Николаевича с сегодняшним праздником, с таким великим, радостным праздником. Я давно с ним потеряла связь, но никогда о нем не забывала. У меня такая благодарность в душе. Сколько лет я его знаю, сколько он мне помог в жизни, можно сказать, спас меня в жизни. Ну, очень много мне помог сделать. И я даже не могу выразить такой восторг в душе у меня к нему. Просто он самый замечательный человек, кого я знаю, кто много-много сделал для меня, для моей души. Это самое главное для меня. Я никогда его не забывала и не забуду. И хотела бы прочитать свое стихотворение. У меня их несколько, но я прочитаю только одно. К вам приходит людей немало, самых разных, но больше хороших. И все же довольно часто приходят люди не те, приходят за счастьем, чтоб даром хотят от вас получить. А вы всегда щедры на добро, и как никто не скупы. И жалости к людям у вас больше, чем нужно, и отказать невозможно. Тем, кто просит, плачет взахлеб, и жалобно стонет. И как не помочь, если вопли эти, как по сердцу нож, они уходят, получая помощь, сочувствие, добро, любовь. Они уходят, не сказав спасибо. Подались и прочь, и забыли вас. Им было совсем невдомек, что вам намного хуже. Тоскливо и сердце болит, и нестерпимо горько, и нестерпимо больно быть одному. Ольга Соколова, молодая поэтесса, будет когда-нибудь будет большой поэтессой. Так, еще Кузнецова Валентина Борисовна, вот у нас здесь присутствует юрист Кузнецова Валентина Борисовна. Я бы хотел, вот, чтобы она что-нибудь сказала.
прекрасный солнечный день, вот все мы. И слова благодарности, которые у всех у нас в душе, мы смогли выразить. Я от души поздравляю Анатолия Николаевича с этим замечательным днем. Надеюсь, что книги, которые он напишет, будут еще лучше, лучше и лучше. Ну, кто еще хочет высказаться у нас? Алла Михайловна, вот тоже музыкант профессиональный, пианистка, большая наша пианистка. Ну ладно, как хотите. Мы очень рады, что все мы собрались на нашу прекрасную встречу. Но я хочу остановиться конкретно на Анатолии Николаевиче, на его деянии. Я с ним знакома уже, наверное, вот уже третий год, Анатолий Николаевич. Как говорится, привела меня к нему судьба. То есть я не могла нигде найти такого человека, который мне помог выжить. И вот один из всех мне попался, Анатолий Николаевич. То есть сейчас я, как говорится, живу, радуюсь. И вокруг меня все люди такие же счастливые и радостные. А до Анатолия Николаевича, знаете, мне не хотелось даже жить. Я все худела, и Анатолий Николаевич помог мне в этом. Вот я очень рада и очень благодарна Анатолию Николаевичу. Никогда его не забуду за вот такие дела. Он нашей семье всегда помогает, всегда откликнется в любую минуту. Поэтому большое спасибо, Анатолий Николаевич. Еще у нас один товарищ сидит, у меня, поскольку друзья, многие, композитор Виталий Никифорович, значит, Машненко, композитор, тоже, правда, сегодня он не исполняет, он должен был тоже петь сегодня, вот. Но он больше народник, он народные песни на баяне исполняет. Виталий Никифорович. Мы все-таки с Анатолием Николаевичем земляки, с одного места. Вышло так, что мы познакомились нечаянно. Всего, наверное, месяцев 5-6, наверное, мы знакомы, да? Ну, как вам сказать, Анатолий Николаевич мне понравился как человек открытый, открытого типа, с которым можно поговорить, посоветоваться, что-то узнать новое, даже чему-то научиться и поучиться. Так вот вышло и со мной, вот мы познакомились нечаянно, просто нечаянно. Пару песен на его стихи я написал их. Анатолию Николаевичу тогда понравились эти песни. И вот сейчас в новой книге я тоже почитал стихи, нашел кое-что для себя. И думаю сочинить еще несколько песен на его стихи. А ему желаю всех творческих удач, здоровья самое главное. И чтобы все у него получалось. Все. Таким людям, которые, они нужны, эти люди. И чтобы у них все получалось всегда. И чтобы они людям дарили только радость, любовь и радость. Вот за это я поздравляю. И с хорошими стихами и книгой. Машненко Виталий Никифорович, композитор, народник. Так, ну, Наталья Геннадьевна, заместитель заведующей аптекой, провизор. Значит. Но мне кажется, надо не Толю поздравлять, наверное, да, с этим, не столько, вернее, Толю с этим праздником, а сколько нас всех за то, что нам доставит такое удовольствие. Такое, прям, ну я не знаю, у меня сын, я его привела специально, думаю, пусть познакомится с таким замечательным человеком. Он мне говорит: мама, у него лицо такое доброе. Первое, что он сказал: ну, действительно, Толь, спасибо тебе за такой праздник. Я отдохнула, честно говоря, и душой, и телом посидела, тут тоже отдохнула. Все было замечательно. Мы знаем друг друга довольно-таки давно. В общем-то, он к нам в аптеку, к сожалению, заходит редко. Хочет, видимо, себя сам, но чаще всего обращается только тогда, когда нужна помощь другим. Я без аптеки стараюсь обходить. Да, нужно тому-то то-то, тому-то то-то. В общем-то, ну все равно мы стараемся. Наташа, ну я просто захожу увидеть вас, всех аптечных. Мы старые, добрые друзья, мы, в общем, Толь, успехов тебе. Ну еще мы надеемся, что мы еще придем, нас еще пригласим.
Так, ну, по-моему, мы здесь всех представили. Вот хотел еще сразу представить Олег Крюков. Это известный звукооператор, самый лучший звукооператор в городе, работник филармонии. Олег Крюков, ансамбль «Сеспель». А также съемку ведет Владимир Филиппов. Это работник телевидения. Многие видели его на телевидении, встречали. Работник нашего телевидения, который и за рубежом снимали, и везде, так сказать. Владимир Филиппов. Так, ну что ж, спасибо вам. Спасибо, очень рад видеть ваши улыбающиеся лица. Если сегодня мы с вами хорошо провели нашу встречу, я вдвойне рад и счастлив этим. Ну, до следующих встреч. Спасибо вам. Человек такой, я ни про кого не забываю. Если кто-то пишет, уже все это. 2 года прошли, все как.